Так, бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всех приветствую в это позднее время. Прогресс. Начну с тебя. Ва алейкум салам, брат. Прогресс пишет, как дела на украинском фронте, как оказать помощь нашим братьям-добровольцам. Салам батальону шейха Мансура. Ва алейкум ассалам, брат. То, что на фронте, это можно прочитать, узнать с официальных источников, украинских источников. То есть российские оккупанты несут потери, оставили некоторые территории, я сейчас все это пересказывать не буду, но в общем дела идут нормально, лучше, чем раньше. Вот. Как оказать помощь нашим братьям-добровольцам? Как я всегда это говорю, это наше общее дело. Будь он чеченец или не чеченец даже, будет это чеченский батальон, будет это другой батальон, без разницы, потому что это наша общая война против общего врага. И мы все должны принимать какое-то участие. Это зависит от возможности человека, будь даже молитва, И вы должны искать эти пути, чтобы помочь этим людям, которые сегодня сражаются против российских оккупантов. То есть во всем. Okay, I can't nicht, aber Deutsch. Я Deutsch понимаю, но не настолько. So I'm so sorry. Так, Искандер Кузьменко. Искандер говорит, что украинцы и русские не один народ, что они разные во всем. Так оно и есть. Это разные народы. И сегодня вся эта ситуация доказывает это. Раньше говорили, наш народ, наши братья, мы едины, мы одно целое. Говорили вчера, а сегодня так со всей жестокостью убивает украинцев. Так один ли это народ, украинцы и русские? Нет, не один. Нохчо Мансур, ва алейкум салам, брат. Ва алейкум салам, ва баракату. Спасибо, баракаллах, все хорошо, алхамдулиллах, все нормально, все получается, все идет как надо. Алхамдулиллах. Саладин Чеченский, ва алейкум салам, брат. Он пишет, что он из Франции, и спрашивает, Анзор, скажи мне, батальон шейха Мансура, неужели они не могут найти этих кадыровцев? Там чтобы закрыть рот Кадырову. Давай начну с тех. Я даже устал и не хочу говорить кадыровцы, потому что это, извините меня за прямоту, но это путинские петухинцы на самом деле. Вот кто они. Чтобы до них добраться, которые находятся, скажем, там в Украине, то нужно перебить все там российские части, дивизии, и только тогда можно добраться до этих пехотинцев Путина. А если ты собираешься, или если чеченский батальон имени шейха Мансура собирается, например, достать Кадырова, то это на сегодня, я думаю, очень даже сложно, может и невозможно в сегодняшних реалиях. Почему? Потому что
это существо, оно находится, вот именно оно находится не в Украине и далеко от событий в Украине. То есть очень далеко, запрятанный, возможно, даже где-то в бункере сейчас сидит. Не знаю, ждет Байрактара. Ну, это так говорю, шутя. Так что вот это существо не приедет, не посмеет приехать в Украину, потому что в Украине взрываются ракеты, опасно, очень опасно. Российские там военные вооруженные силы обстреливают города Украины, идут бои. Вот. И этот чудик не приедет в Украину. Просто мужества-то у него нет, вот, его трусость не позволит это сделать. И второе, что его не отпустят в Украину. Именно ближайший круг, российские спецслужбы. Почему? Потому что это существо самое выгодное существо для Путина. Такого безмозглого варианта у Путина, наверное, не будет. Я не знаю. Вот почему. Так, фанат. Говорите по-русски, пожалуйста. Большинство русскоязычных тут. А так, английский, чеченский, половина не поймет, как и, собственно, я. Я стараюсь отвечать на английском, кто мне на английском пишет. Если даже были на норвежском заходили, тоже на норвежском говорили. В основном, да, я веду передачи там на русском языке. А где надо, да, я на своем родном языке говорил и буду говорить. Так, Сози Апат. Канал. Мне кажется, что это уже голландский язык. Валикум ассалам. Так. Prophet of Fantasy Walls. Добрый день, у нас вечер, ночь. Надзор, вопрос ленд-лиз и вооружение из Германии и Франции задерживается сильно. Сильно ли влияет на сроки победы Украины над Российской Федерацией? Чем дольше Запад тянет с помощью, тем больше жертв у Украины. Так оно и есть. Но я считаю, что сегодня достаточно ресурсов и средств вооружения, чтобы вот так им бить физиономию этим вооруженным российским оккупантам. Вот. Били, показали, как можно бить. И, конечно же, я подчеркну наш опыт, чеченский опыт. У нас не было такого вооружения, что есть у Украины. Но и то мы оказывали очень сильное давление на этих оккупантов. Мы мстили за своих родных, близких, которых они убивали. И могли мстить. И им было трудно. И когда они несли такие жертвы, эти русские оккупанты, то они шли отрываться на мирном населении. Их убивали, мирных жителей. Проявляли такую трусость, потому что русский оккупант – это трус. Это показала и доказала история. История разных войн, не только у нас в республике, но и сейчас, к примеру, в Украине. Когда они начали обстреливать города, населенные пункты Украины фосфорными кассетными бомбами, там, где проживают мирные жители, это есть трусость. Потому что в реальных боях у них духа нету.
У них нет веры в свою победу и ни во что. Нет ничего человеческого, вот нет у них человеческого лица. Было бы оно, они такие зверства не совершали бы. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. ЮКН. Запад специально затягивает войну. Подружки Пу не спят. Виселица приближается к их шеям. Но если бы сегодня у Запада был бы какой-то рычаг, вот на 100%, то они надавили бы на этот рычаг. Знаете, когда вот враг это такая большая держава, Россия, у которой есть ядерные боеголовки, вот с таким врагом нужно вести именно так. Я считаю, ну, может быть, с одной стороны, правильная позиция у Запада, не знаю, чтобы не спровоцировать там к ядерной войне. Ну, представьте себе, сегодня будет летать ракеты, обстреливая, если Россия будет обстреливать мирные города этими ракетами, что будет? То есть нужно как-то по-другому действовать. Но я за то, чтобы давали бы самое лучшее вооружение Украине. И ракеты, и все что угодно, но чтобы украинские войска могли доставать их везде. Так, Смирнов. Анзор, нет ли сейчас притеснения русских в Украине на бытовом уровне? Какое отношение к обычным русским? То, что я видел за все это время, я видел нормальные отношения. Ну, даже не слышал ничего такого, чтобы там вообще русских притесняли. Не было и у нас тоже такого. Хотя там российская пропаганда, как вы знаете, всегда лгала, преподносила вот такую картинку, якобы там чеченцы угнетали русских. Да нет, русские прятались вместе с чеченцами, ингушами, там, дагестанцами, украинцами вместе в подвалах Грозного, когда российская авиация и артиллерия наносила мощные вот эти удары. Прятались вместе. То же самое и в Украине. Мой аккаунт, ва алейкум ассалам, алхамдулилlah, шадик дигда. Искандер Кузьменко, мы обязательно победим. Просто другого варианта нету. И эта победа будет победой общей. Общей для всех народов, которые находятся по соседству с этой страной по названию Россия. Я сейчас пройдусь по комментариям и хочу затронуть некоторые темы, важные тоже. У меня есть тут пару тем. Фанат, Анзор, скажите, пожалуйста, когда и как, по вашему мнению, закончится война в Украине, ваше мнение? Ну, я, конечно, сейчас не могу сказать, закончится война это завтра, через месяц или через 5 лет. Но я думаю, что она будет длиться. В любом случае в этом году, я так считаю. Если бы сегодня многие наши братья открыли бы глаза
и посмотрели бы, к чему может это привести, и стали бы приняли бы одинаковую позицию, которую мы сегодня держим, да, против такого варвара Путина и против России. И приняв эту позицию, боролись бы вместе, вот это приблизило бы к концу всего этого. Поэтому я считаю, что нужно вставать всем. Да, Черноус, как закончится война, это известно одному лишь Аллаху. Так оно и есть. Мы не можем сказать, мы можем так предполагать, говорить, обсуждать. Прогресс. Ты прочитал мои мысли. Да, ты прочитал мои мысли. Сейчас зачитаю твое сообщение и перейду уже на эту тему. Анзор, что можете сказать про планируемые Путиным теракты в Европе с чеченским следом? Ну да, вот именно про чеченский след. Вы помните 99-й год, когда российские спецслужбы проводили теракты на территории Российской Федерации. И сразу же обвиняли чеченцев в этом. И эти теракты, как я сказал, проводили российские спецслужбы. Для того, чтобы очернить чеченцев, обвинить чеченцев в совершении этих терактов, и чтобы это послужило причиной в начале новой войны в 99 году, то есть война Путина. И вот взрывали все подряд. Автобусы, метро, что только они там не взрывали, дома с мирными жителями. То есть делали все, чтобы создавалась вот эта причина, чтобы российское общество приняло бы путинскую войну. И вот действительно так и произошло. Они уже открыто выступали, говорили, вот надо чеченцев убивать. Хотя все это делал Путин и его спецслужбы. Что я хотел сказать сегодня? Прогресс, ты угадал, прочитал мои мысли, наверное, я так говорю. Дело в том, что российские спецслужбы, уверен, по приказу Путина, встречались с марионеточной властью, не хочу называть, с этой кучкой в лице Кадырова. Вот. Российские спецслужбы встречались с ними в Грозном и в Москве. И обсуждали именно вот эту тему, проведения таких акций. У нас есть такая информация. Сегодня я даже видел у кого-то в Фейсбуке это, у нашего брата. Вот, он опубликовал эту новость, и получилось так, что я тоже получил такую информацию. И как раз в сегодняшнем эфире я хотел это озвучить. Вот, российские спецслужбы сейчас хотят, возможно, планируют провести такие акции, где будет указан чеченский след. И эти акции могут быть проведены на территории европейских стран. И я считаю, что, анализирую вот так, что, возможно, они будут проведены именно чеченцами. Теми чеченцами, которые сегодня служат Путину, служат этому ушлепку Кадырову. Вот, чтобы появилось такое античеченское настроение. Вот. И я вот в связи с этим хотел бы призвать наших соотечественников, наших братьев, чтобы были
более бдительными в общении, в поведении, во всем. И учитывая бы то, что вот эти, как мы уже называют, как я сказал, слово, которое я не люблю, кадыровцы, да, вот эти путинские петухинцы, были осторожны с такими людьми, например, если будут такие, если вы знаете их. Ну, мы-то знаем, что есть в Берлине, есть в Вене, есть в Париже такие люди, которых мы подозреваем, да. Вот так вот. То есть будьте бдительны во всем. Будьте бдительны. Насчет так, Green Knight, валикум салам, брат. Как ты считаешь, то, что Китай строит свою военную базу в Камбодже, сильно будет отвлекать Запад от помощи Украины? Если вмешается туда, то Китай может тогда на зло помогать Российской Федерации в Украине. Я не считаю, что Китай будет помогать сегодня России. У них свои интересы, у них свои интересы. И я не нахожу такие страны, которые могут сегодня поддерживать, ну так открыто Россию. Это, наверное, какие-то там личные дружки Путина, там сирийский там или другой там какой-то арабский. Вот. А так помощь Китая России не будет. Вот. Посмотрим. Так, Седана Дарова. Анзор, думаешь, со стороны Германии саботаж в поставке вооружения? Ну, все европейские страны, почти все страны, большинство стран сегодня помогают Украине. Да, ну, не в таком формате, в каком мы хотим. Вот. Осторожно, но помогает. Вот буквально недавно Норвегия выделила артиллерийские установки новейшие, что есть очень хорошо. Ну, было бы хорошо, если бы вот так помогали бы и другие страны открыто. Салахаддин Чеченский. Allah rez хыл, да Аллах, иншаллах, шадик дикхали. Green Knight. Анзор, вопрос, как вы считаете, ненависть к Украине в россиянах заложена на генетическом уровне, или это вина пропаганды, или русские в душе просто любят захватывать новые земли? Ну, насчет генов я не знаю, но вся история России – это нападения, это геноциды, это кровопролитие, это трагедия. Вот. По отношению к Кавказу, ну, в основном у нас на чеченской земле. Вот. Сегодня Украина, Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия. Многие пострадали от России. А сегодня вот этот Путин, он хочет взять под контроль вот эти все земли.
мною перечисленные. И уверен, если, к примеру, даже такого никогда не будет, они захватят Украину, например, оккупируют ее полностью, то это существо рогатое, которое в Кремле сидит, он полезет дальше, дальше полезет. Так что для них, мне кажется, им кажется, что как будто они здесь на земле, на всей нашей земле они самые первые, самые лучшие, других вообще не существует. Вот такое отношение у них к другим людям. Ну, вы даже это тоже знаете. Вот так вот. Такое отношение у них к другим. Okay, Reinhard Steinhammer. Do you think the outcome of this war can have an impact on Chechnya and change political process? If Putin fails, how would it affect Chechnya? If Putin fails, all the Chechens will return to Chechnya, I'm sure. Сейчас, секунду. Макс Вульф, армейские эксперты говорят о том, что для перелома в войне необходимо дать не менее 100 реактивных систем залпового огня. Я помню, у нас во время, в начале Первой российско-чеченской войны, да, у нас было пару установок «Град», но не было у нас ракет, чтобы стрелять по русским оккупантам. Вот. То, что было, мы сделали 2 залпа, и все, на этом закончились наши грады. То есть, что я хочу сказать, мы после этого воевали, и воевали долго. Нас было очень мало, пару тысяч активных воинов, которые воевали против русских оккупантов. А их было вот сотни тысяч, то есть все виды войск. Вот. И мы могли воевать. И воевали без какой-либо поддержки. С автоматом и с гранатометом в руках. Ну, максимально, что у нас там. Шмель, огнемет Шмель. Редко можно было увидеть вот, наших бойцов. И воевали хорошо. И я сейчас скажу, что не реактивные системы залпового огня решат вот, что-либо в этой войне. Именно грамотные подходы, тактика, стратегия и единство и дисциплина. А также, что можно сказать, самое первое, это поддержка от народа. Народная поддержка. Вот что самое главное на войне, а не оружие.
Сейчас, секунду. Так, Адам Адамс, в чем выгода античеченских настроений? Ну, я не понял вопроса. А именно где? Здесь вообще в Украине или ты имеешь в виду в Европе? Ну, в том, что я сейчас постараюсь привести, может быть, примеры. Чтобы это повлияло на чеченские батальоны в Украине, а также повлияло на всех чеченцев, которые выехали из нашей республики и проживают сегодня на чужбине. Это половина численности нашего народа, которые выехали из-за этого рогатого существа Путина и его ушлепка Кадырова, за их действия. Вот. Конечно, им выгодно, чтобы чеченцев депортировали. Вы помните призывы этих ушлепков Кадырова там, и его подручных этих собачек, там, Делимханова, Даудова там, и так далее, которые призывали чеченцев, проживающих в Европе, нападать на посольства разных стран там, подрываться там, совершать теракты. Это они умеют делать. Вот. Чеченцы, которые сегодня проживают, еще раз подчеркну, проживают на чужбине, уехали из-за их действий. Вот почему это выгодно. Давид Голдберг, Анзор, много одноразовых, там уже за 200 очень много. Ну, сегодняшняя цифра, сколько там было, 36 тысяч. Представляете себе, за такой короткий срок убито более 30 тысяч русских оккупантов. Я говорю за всех в кучу, которые пришли на землю Украины воевать против украинцев. Вот. По приказу Путина. Это Путин развязал войну. Первиз Садыков. Валикам салам, брат. Хотел узнать, вас из Баку депортировали или сами вы уехали, и есть ли сейчас там чеченские беженцы? Да, есть чеченские беженцы, они живут в Азербайджане, живут в Грузии, в Турции, в европейских странах и в других странах, в Канаде, везде. Вот. Меня никогда ниоткуда вообще не депортировали. Да, я жил в Баку некоторое время, пару лет. Вот. И после убийства отца я решил выехать. И те документы, которые у меня были, ну, они уже заканчивались, поэтому я же не буду возвращаться в ту систему, петь под их дудку, как они это говорят, да. Вот. Я себя в такой роли никогда не видел. Вот. И уехал. Уехал и не жалею об этом. Сегодня чувствую себя нормально. Я говорю то, что хочу, то, что думаю. Могу работать. Это мое сопротивление. Оно будет разным. Сейчас я это делаю словом. Когда надо будет, то и по-другому тоже сделаем. Силы есть. Так что будем продолжать это дело. Эльдар, брат, зачитаю твое сообщение.
это боевая сила России, это и есть солдаты России. Это не боевая сила. Нету там такой силы боевой. Вот. Да, это солдаты России, это пехотинцы России, это пехотинцы Путина. Вот. Но как их воспринимали в начале русско-украинской войны, сейчас их воспринимают по-другому. Это не боеспособные какие-то подразделения, они не умеют воевать, у них нет такого боевого опыта. Знаете, почему не умеют воевать? Потому что оккупант, он есть оккупант. Он пришел воевать ради денег или там по приказу. То есть у него нет этого хотения, с одной стороны, воевать. То есть он не воюет ни за что, за какие-то чужие интересы. Украинцы мужественный народ и показывают по сегодняшний день, вот, и будут показывать это мужество. Они на своей родной земле. Они воюют за свою идею, за гарантии безопасности своего народа, за свои земли, за свой дом, за свои семьи, за близких, родственников, за свой народ. Вот. И воюют хорошо, и будут воевать хорошо. Я вижу это настроение. Вот. Так что, когда речь идет о кадыровцах, да, их уже не воспринимают так. Вот посмотрите, ну вы же сами видите, как их троллят везде, тиктокерами называют, как они там бегают по лесу, непонятно куда стреляют, стреляют по светофорам, стреляют там в крышу какого-то дома. Вот. Ну, мародеры тоже есть среди них. Вот такая вот армия, в кавычках. Гильян, здравствуйте, добрый вечер. Калмыкия здесь, всей душой, с чеченским народом и украинцем. Спасибо, брат. Мы тоже есть. Вот. И будем вместе. Очень приятно, спасибо. Мухаммад Хамхон, ты имя попутал, но я понимаю тебя. Алхамдулилlah, все хорошо, Шадик Дигду. Руслан Русланович, вопрос русским в эфир можно? Да, можно. Задавайте вопрос, ответим то, что мы думаем. И еще я бы не хотел бы, чтобы тут кого-то так оскорбляли, а то я вижу тут сообщения некоторые. Не надо оскорблять кого-то. Green Knight. Анзор, как вы считаете, шантаж Путина на мировой голод и еще один наплыв мигрантов в Европу может склонить Запад к условиям России по сдаче позиций по Украине?
Макрон что-то много сочувствует Путину. Ну да, мы видели это сочувствие, что есть нехорошо. Ну, Макрон и другие должны знать, кто кому сегодня грозит вообще. Сегодня вот это рогатое существо угрожает всему миру. То есть было бы хорошо, если бы Макрон принял бы правильную позицию. Ну, и другие политики, лидеры других стран тоже. Вот. Сегодня Путин, ну ладно, скажем, там мировой голод, наплыв мигрантов. Тут этот рогатый уже пугает весь мир ядерной войной. То есть в открытую пугает, что он нанесет удары прямыми словами, там, непрямыми. То есть угрожает всему человечеству. Вот. И я думаю, что Путин уже скоро допрыгается. И чтобы он, ну это имеется в виду, что он, если даже ударит, нанесет удар по каким-то странам, то в его сторону полетят больше, в 10 раз больше. И русским лучше задуматься над этим и остановить этого рогатого в своем Кремле. Так, где это? То есть не мне на английском. Анзор вас хорошо кормят в Украине. Вы не голодаете? Нет, не голодаем. Алхамдулилlah. Кстати, так, сейчас, секунду. Прогресс. Иншаллах, мы верим в эту свободу и верим в наш путь. И я уверен, что все эти режимы рухнут, люди вернутся домой, на свою родную землю, и будет свобода для нашего народа. Вот. Мы верим в этот день. Мы верим, иншаллах, шадик иштхараду. Эргаш Зарипов, я не понимаю, как вы думаете, сейчас, секунду. Так, как вы думаете, когда Украина заявляет станут членом НАТО, что должен делать Путин? Вопрос второй. Сколько бы он ни старался, Россия не смог стать членом НАТО. Почему? Ну, люди понимают, видят, ну, что такое Россия, сегодняшняя Россия. Там нет ни демократии, ни свободы слова, мнения, ничего нет там. Там Россия сегодня правит мафия, Путин, российские спецслужбы. Вот. Сейчас, секунду.
А то, что должен делать Путин, его надо посадить на скамью подсудимых и судить за все, за все, что он сделал. И с чеченцами, и с грузинами, и с украинцами. То есть это существо должно понести наказание, самое суровое. Так, Пантер, Анзор, ты веришь, что Хаттаба действительно отравили через письмо? Да, действительно, Амира Хаттаба отравили с помощью яда. То есть ему отправили вот это письмо, и он был отравлен. Allah ехал больше на свой. Нам тут с Хосюрта пожаловали. Вижу тут сообщение. Я его стирать не буду. Ну, отвечу. Я тут видел одно видео этого Хосюртовского ушлепка, который никак не может найти себе место. Ну, я это сужу по его физиономии, которая разошлось уже до больших размеров, пухло. Ну, я думаю, что это бессонные ночи, таблетки там, и так далее. Человек нервничает. То есть что-то не получается. Вот. И там пытается кому-то грозить. Он грозит чеченскому батальону имени шейха Мансура, он грозит Киеву, он грозит там Польше. Ну, этот чудик вообще разъехался. Я не знаю, вот просто, наверное, пошутить так или прямо сказать. Ну, найдите кого-то там, чтобы кто-то мог подойти и забрать у него этот телефон, чтобы он больше эти тиктоки не записывал. Вот. А то уже все это смешно, очень даже смешно, при одном даже виде. Вот. Вот это существо хосюртовское, трусливое существо, пытается там грозить чеченскому батальону имени шейха Мансура. Я возьму вот это. Но ему много раз говорили прямо, и я уже даже устал это говорить, призывать, там, звать. Но если он хочет что-то сделать, ну хотя бы в жизни, во своей жизни, хоть какой-то мужественный поступок, ну сделай, ну. Сделай. Ну, ступи ты там на территорию Украины, не записывай там смешные ролики на заправке в Ростове, говоря, что ты в Украине. Я тебя очень хорошо знаю. Вот клянусь Аллахом, я в своей жизни трусливее тебя, Кадыров, никогда не видел. Никогда не видел. Только самое подлое и трусливое существо будет вот так относиться к своему народу, к чеченскому народу. Вот так его пытаться унизить. За интересы этого рогатого существа
твой второй папа. Мы тебя уже называем Рамзаном Владимировичем. Вот, ты это делаешь ради него. И ради тех денег, которые он тебе дает сегодня, а не ради чего-либо другого. Вот основные причины. Ты пытался очернить, дискредитировать чеченский народ, послав чеченцев в Украину. Да, в первое время, когда началась война в Украине, среди украинцев было много таких, которые не понимали, действительно не понимали, что происходит, и они даже возмущались. И я даже сам получал такие сообщения от своих знакомых, друзей украинцев, которые говорили: да как вы, чеченцы, можете воевать против Украины, ведь Украина никогда не убивала чеченцев. Потом я объясняю вот этим своим друзьям, еще с тех времен, я вместе учился с ними, вот. Что я хочу сказать? Вам это, путинским петухинцам и Путину, не удалось вот так дискредитировать чеченский народ, и не удастся. Сейчас каждый украинец понимает, что чеченский народ против этой войны, что враг чеченского народа – это Путин и вся эта вооруженная банда. И ты, Кадыров, в их числе, как враг чеченского народа, потому что ты даже так не предатель, там, а именно враг и самое отвратительное существо, которое вот может существовать на этой земле. Вот. И еще раз напомню, что не забывай, кто убил твоего отца. Вот. Как я говорил раньше, просыпаешься ты утром или ты идешь спать, если ты сейчас засыпаешь. Я не думаю, что ты сейчас засыпаешь, у тебя уже харя вот такая опухла. Вот, не забывай, что твоего пахана убил твой сегодня существующий второй пахан, Путин. Вот. Так что служи там за свои крестики-нолики этому рогатому, но придет день, и он, инша Аллах, наступит, и тебе придется ответить за все деяния, которые ты совершил по отношению к чеченцам. За все унижения, за все оскорбления, за убийства, за пытки, за все, что ты сделал вот, этому народу, чеченскому народу. Придет этот день. Я даже вот могу вот представить такую картину. Вот когда этот день придет, а он обязательно придет, тебя убивать не будут. И дай Аллах, чтобы ты долго жил после этого, когда придет этот день. Но еще добавлю, и дай Аллах, чтобы ты испытал именно все, что ты сделал с народом. Вот каждую боль, чтобы ты испытал на себе это. Вот почему ты будешь жить долго, когда этот день придет. А он, иншаллах, придет. Вот. Мне жалко тех людей, которые сегодня вот одурманены, зомбированы на самом деле, которые позволили себе вот своей глупостью даже вот, пойти на вашу уловку, не хватило ума у них, вот, перешли на сторону врага. Враг-то у нас Россия, всегда и была Россия. И сегодня ни один чеченец не имеет права стать, просто не имеет никакого абсолютно права служить этой России, умирать за эту Россию. Вот. И тем более вторгаться на территории других стран, вот, и идти на войну вот так. Чеченцы не имеют на это права. Потому что Россия всегда нас убивала, выселяла. Вот.
Вот. Что бы вы ни говорили, те, которые служат сегодня Путину, что бы вы там ни говорили, как бы вы ни пытались оправдать себя, у вас это не получится. Потому что, ладно, мы там активисты, но народ-то помнит. Народ никто не сможет обмануть. Он сейчас выжидает, он ждет сейчас, потому что устал из-за этих двух войн. А ты, безмозглое и противное существо, ты сейчас развязываешь вот эту новую войну. Новую войну. Ты уже ее развязал. Вот. Вот что я хотел тебе сказать, ну, напомнить. Продолжай снимать свои тиктоки, а мы будем смеяться, там улыбаться, шутить между собой и так далее. Goodbye. Анзор, когда Чечня станет независимой, там можно будет жить русским и другим национальностям. То есть вопрос, если Ичкерия станет вот там независимой, могут ли там жить другие национальности, другие люди? Конечно, могут. Мы ничего не имеем против каких-либо народов, и без разницы, какой религии человек. Все могут, конечно же, жить на нашей земле, на чеченской земле. Вот. И жили раньше. Мы никого никогда не притесняли из-за национальности, из-за религии. У нас все будет хорошо. Экран маленький, поэтому у меня сейчас стараюсь. Игорь Кошкин, а вы-то сами хоть верите в то, что вы написали? Кадыров вас поймает, говорит, на 100%. Да я ему вот буквально недавно даже сказал такое. Я не тот человек, который вот любит оскорблять. Хотя это существо в действительности все заслужило. Но вы пишете, Кадыров вас поймает. Я еще в то время сказал, если он мужчина и считает достойным себя, вот как будучи мужчиной, носить брюки, пусть приезжает в Украину. Поговорим на чеченском языке. Вот. Оно никогда никого не поймает. Вот что я скажу. Самолично. Руслан Русланович, ладно, раз пошло. Ну, честно, я просто мне даже вот, ну, извините меня вот за все эти слова, вот брезгую называть имя этого существа. Неужели Кадыров сам не знает, что над ним смеется вся Россия? Да все люди, не только в России, и чеченцы, русские, украинцы, во всем мире уже смеются
с него. Это позор. Это позор. Это его позор, а не позор там чеченцев и так далее. Вот. Он сегодня, ну, какой-то комик. И все. Так, секундочку. Кстати, ну раз уж его упомянули, упомянул-ка я еще одно существо. Так, ну сначала отвечу. Муслим. Так, Муслим Вильно. Валикум салам, варахматуллахи баракату. Машва. Эля Маша. Ну где же, к примеру, ну, родственники там Кадырова? Почему нету родственников Кадырова в Украине? Почему он посылает других людей, даже вот, ну, разными методами, там, деньгами, там, предлагает деньги, там, 300-350 тысяч рублей, или там под давлением, есть такие случаи, их много, они отправляют в Украину чеченцев. Но почему он не отправляет ни одного своего родственника в Украину? Ладно с этим, с ними-то все понятно. И вот там у них такой... Так, у меня картинка исчезла. Ну вот, есть такое существо, тоже еще одно, один фрукт, который там заявлял, конечно же, по просьбе, по приказу Кадырова, который заявлял, что это джихад, воевать против Украины. Ну, понятное дело, что все это делают российские спецслужбы. Ну, раз уж это джихад, почему, вот еще раз подчеркну, почему родственники Кадырова не на джихаде. Почему, например, Мага Хамбиев, там, вояка наш, герой всех войн там, и всех сражений, почему оно не воюет в Украине? Вот. Это он такую позицию занял, ведь буквально недавно там выступал, что он там большой вояка. Вот. Ну, и вот я просто пару слов хотел сказать этому маге. Мага, все твои слова, которые ты сказал, придет день, когда ты, ну, ты сам удивишься, что он пришел. И, может, ты даже не успеешь этого сделать, но, иншаллах, тебе придется ответить за все твои слова. Ты понял, о чем я говорю? Я думал, есть одно дно у какого-то сосуда, но там оказалось еще пару. Ты пробил все. И как я тебе раньше говорил, Мага, тебе просто должно было быть стыдно перед своими детьми, я не знаю, сколько их у тебя, просто смотреть им в глаза даже после своего поведения. Но придет день, иншаллах, спрос будет, иншаллах. Это у нас, я извиняюсь, это у нас такое нужно было сказать. Так, сейчас, секунду. Прогресс, напиши мне что-нибудь, какое-то сообщение. Сейчас, вот. Кое-что хотел сделать.
Вот. Прогресс, короче, ты модератор у меня. Анзор, какие, по вашему мнению, будут отношения у независимой Чечни с Арменией и Россией? Дружелюбные или враждебные? Green Knight, но вот, мы хотим дружить со всеми, с теми, кто с нами хочет дружить. И я просто надеюсь, что нас будут окружать соседи, которые желают нам мира. Вот с ними мы будем иметь дружбу и хорошие отношения. Вот. Супер фреш. Анзор, твой дом целый или снесли? Нет, не целый, там ничего нету. Там ничего сегодня нету. Вот. Анзор, знаком ли ты с кем-то из грузинского легиона? Так. Грузин я встречал, общался. А вот именно с легиона нет, не знаком. Так. Пантер, перестань, видно же, почему ты сейчас это все пишешь, почему все русские СМИ скидывали все похищения в Чечне на Бараева. Давай поговорим про группировку Кадырова, которые похищали людей в Дагестане. Или там Ямадаева, то же самое. Группировка, которая проживала в Гудермесе и также воровала людей, там, про Байсарова и так далее. То есть это были заказы России. И российские спецслужбы все это делали. Шип Набхетич Долмол Мелосанзор Соцмадуй дал это больше Сугаипов. Allah resхуйсалаш дикарду del resхуйл масера был ла это. Самогатия шадек дикарду. Green Knight, Анзор, вопрос, почему столько чеченцев воюют на стороне Украины? Это как-то связано с тем, что во время чеченских войн много украинских добровольцев принимали участие. Это так, чеченцы возвращают долг. Во-первых, нет и не было чеченских войн. Нету и украинской войны. Есть русско-чеченская, российско-чеченская, русско-украинская война. Вот. И участие чеченцев на стороне Украины против российских оккупантов в этой войне, это, скажем, не долг, да, это не то. Это то, что у нас общий враг, и мы сегодня занимаем вот эту позицию вот, искренне, став рядом с украинским народом, потому что мы видим, что делает Россия на земле украинцев.
именно то, что они, русские, делали на нашей земле, на чеченской земле. То есть они совершают то же самое, что и совершали с нашим народом. Поэтому, имея общего врага, мы сегодня стоим рядом с украинцами, показываем нашу позицию и считаем, что это правильная позиция, и считаем это шансом для нас всех, не только чеченцев, но и других народов, что мы можем все вместе освободить себя от этих варваров. Вот таким ударом, одним ударом. Денис Данилов. Кадыров людей похищал, а ты что делал? Ну, я не похищал. Вот что я делал. Анзор, если бы, так пишет Томике Рамоне. Анзор, если бы НАТО ввела бы свои войска на территорию Украины против России, война бы быстро закончилась. Но сегодняшнюю армию России я даже не хочу сравнивать с армией НАТО. Вот. Потому что сегодня у России нет армии. Это не армия. Это какое-то сборище, позорное сборище. Там нет и вооружения, там все обокрали, разворовали. Именно я про деньги. Что у них даже нет денег, чтобы ремонтировать свои вертолеты, там, самолеты и другую военную технику. То есть эта страна уже стала нищей из-за этих олигархов, из-за этого Путина, вот, из-за этой шайки. Валикум ассалам. Алмаз Джапарбеков. Брат, так. Анзор, как ты вошел? Алхамдулилlah, все хорошо. Можешь сказать, какая сейчас ситуация? Ну, ты пишешь, брат, на Украине, лучше пиши в Украине. Какие потери у оккупантов? Ну, то, что я знаю из официальных источников, ну, более 30 тысяч, там 35 или 36 тысяч российских оккупантов. Просто отдали свои жизни ради интересов Путина. В войне, которую развязал именно этот рогатый кремлевский. Макс Вольф, так, Насирайова. Тигр, Анзор, по норвежским законам ты не нарушаешь закон, находясь в Украине? Я не люблю нарушать законы. Я уважаю законы тех стран, в которых я проживаю, и уважаю законы других стран тоже. Украина там или другие страны, без разницы. Вот. Нет, я сегодня не нарушаю законы. То есть мое нахождение в Украине или там в другой стране, с этим все нормально. Green Knight, Анзор, есть ли предел у низости и подлости предателей народа? Я вот каждый раз удивляюсь, что, ну, наверное, сейчас они уже сели там, на это дно. Оказывается, там еще одно дно есть. Вот. И с каждым их выступлением, их поведением, словами там, ну, и видом их, ну, видно, что это дно продолжается. Они падают, падают, падают. Ну,
Я просто удивлен, ну как человек, нормальный, адекватный человек может себя так вести. Вот так ненавидеть свой народ, вот как так подлизываться, вылизывать этого врага чеченского народа, который веками убивал чеченский народ. Вот. Кстати, тут меня спрашивали, не мешает ли мне ислам, мысли ислама, Белокиев ислам, со своим храпом. Нет, не мешает. Ну, дело в том, что мы находимся сейчас в разных местах, в разных городах. Вот. Так что, если бы у него был бы храп, он мне не мешает сейчас. Вот, я, наверное, сейчас еще раз повторю то, что вначале сказал. Денис Данилов, брат, когда приедешь на родину своих великих предков? С удовольствием. Я, да, думаю об этом мне. И этот день наступит, я уверен. К этому все идет. Да, тяжело, долго, но это цель. Это наша общая цель, чтобы этот день приблизить. И этот день уже приближается. Вот. А насчет когда, ну, конечно, я это сказать не могу. Все по воле Аллаха. Александр Попов, любите вы обобщать всех русских? Но в то время, в 99 году, вспомните это время, когда всех чеченцев обвиняли в терроризме и призывали убивать всех чеченцев. Вот публично. Политики, генералы, на всех телеканалах российских, официальных. Вот. Вы тогда, в то время, что-нибудь против этого говорили? Вставали против войны Путина? Ведь с молчаливого вашего согласия Ельцин и Путин убили более 300 тысяч мирных жителей. Большинство из них чеченцев, какая-то часть русских граждан нашей республики и других национальностей. То есть с вашего молчаливого согласия, с молчаливого согласия русских. Green Knight, Анзор, как вы относитесь к заявлениям ученых ислама и Саудовской Аравии, что мусульмане не должны принимать участие в не своих войнах? Я скажу так, сегодняшняя война в Украине – это наша война. И все чеченцы, с кем я общаюсь, или там рядом нахожусь, у нас одинаковое мнение насчет этого. Наше участие, наша поддержка сегодняшняя, поддержка Украине, у нас одно мнение. Мы воюем против общего врага, против тех варваров, русских оккупантов, которые убивали наш народ. Мы воюем за нашу идею. Вот это и есть наша идея. И наша земля оккупирована этим русским оккупантом. И каждая выигранная битва Украины против русских оккупантов
это идет в общую копилку. Это в пользу и чеченцам, и, конечно же, в пользу Украины. Вот. И этим самым приближается тот день, когда чеченцы могут свободно поехать на свою родную землю и быть хозяевами этой земли, чеченской земли. И эти люди обязательно вернутся, иншаллах. То есть наше намерение вот такое. Александр Попов, заслуженно, к сожалению. Что именно заслуженно, к сожалению? Томике Рамоне, была ли свобода слова и независимые СМИ в России во время войны Ичкерии и России? Нет, во время Второй русско-чеченской войны им удалось сделать все, чтобы вот, блокировать нас во всем. Вот. Мы не могли, мы не имели таких ресурсов, чтобы мы могли вот так свободно выходить в эфиры, там, к примеру, или чтобы у нас были такие мощные СМИ, чтобы, ну, в общем, сказать, российские спецслужбы действительно одержали победу в информационном поле. Вот. И все их телеканалы, газеты были взяты под контроль спецслужбами России. То есть все они должны были уже работать под этими спецслужбами, под Путиным. Тигр, почему так долго был в тени? Сейчас, секунду. Потерял твое сообщение. Почему так долго был в тени до создания личного канала? Ну, я в тени не был. Я, может быть, не был так на публику перед камерой. Ну, я не любил камеру. Никогда не любил ее. Так, вот этой информационной деятельностью и другой деятельностью я занимаюсь с 99-го года. Да, пером, словом, во всем, в чем я мог. Вот. А вот камеру я никогда не любил. Я даже помню, в 94 году война уже началась. Да, декабрь месяц, к примеру. Ну, то, что один фрагмент вспомнил. Мы на первом этаже президентского дворца, война уже началась, там идет война. И там журналистов много, они там бегают, все снимают, а мы тут там стояли и отворачивались от этих камер. Вот, вспомнил. Да, я ответил. Тад Каз, валикум салам, брат. Спасибо, я тоже желаю вам удачи. Ну, может, как-нибудь по воле Аллаха сможем встретиться, познакомиться. Иншаллах. Green Knight, Зор, почему, по вашему мнению, Грузия, Азербайджан и Армения не помогли Чечне во время войны за независимость? Они тогда
не хотели просто кровь свою проливать. Для них хуже в итоге, для Грузии особенно. Ну да, мы ко всем обращались, к нашим соседям, мы этого хотели. Мы хотели, чтобы все соседи ну, были вот в таком единстве, чтобы у нас был мир, чтобы мы были всегда хозяевами наших земель, вот, и чтобы не было этого, чтобы не было влияния России на Кавказе. Это было бы выгодно всем нашим кавказским народам. Это говорили наши лидеры. И раз, если они приняли такую позицию, да, как бы остались в стороне, ну, это, конечно же, это их ошибка. Если бы сегодня, вот, например, Ичкерия была бы вот там свободной, там, независимой, все было бы хорошо, то это даже было бы гарантом безопасности Кавказа. Вот. Александр Попов. Отношение к русским как к агрессорам заслуженно, к сожалению. Да, но много миллионов писем прекратить войну Ельцин уже передавал Немцов. Это же много показывает, не правда ли? Ну, я скажу, да, это шаг, это хороший шаг, вот написать письмо, выступить там, с этим письмом, написать там в этом письме прекратить войну. Да, спасибо. Но знаете, что этим война не прекратится. Вот сейчас вы напишите там 140 миллионов таких писем. Думаете, Путин остановит войну? Нет, не остановит. Не остановит. Тут нужны другие действия. Если сегодня люди выйдут на улицы, вот тогда может что-то произойти. Поэтому будет хорошо, если русские сегодня сами выйдут на улицы и остановят этого шизофреника, который, вот, ну, посмотрите сами, сколько уже натворил. Перессорился со всеми, со своими соседями. Вот. Да, у нас шла война, у нас многих убили, женщин, детей, стариков, мирных жителей. Сегодня убивают в Украине. Ну так давайте остановите, выходите на улицы. Письмами, словами его не остановить. Каз, да, насчет помощи азербайджанцев, чеченцам, да, конечно, мы помним это. Мы благодарим всех, кто оказывал какую-либо помощь чеченскому народу, чеченскому сопротивлению. Так, сколько у нас длится эфир? 1,5 часа, да? Давайте будет 1:45 и пойдем, завершим эфир. Так. Ага. Анзора, кого, по вашему мнению, нужно судить и какое именно нужно наказание виновным в геноциде чеченского и украинского народа? Суд в Гаге или народный суд? Сейчас, секунду. Ну, помните, после завершения Второй мировой войны вот, виновников судили. Вот, тех, кого удалось поймать, да, их всех судили. Я очень надеюсь,
что виновники вот этих зверств и убийств украинского народа, чеченского народа, что эти виновники будут наказаны. Вот именно справедливым судом. Справедливым судом. Мне очень хотелось бы, чтобы эти виновники были наказаны на этих землях. На украинской земле, на чеченской земле. Денис Данилов, а вы знали Сашу Белого? Да, я знал его. Было, пару раз так вот общались, разговаривали. И помню тот день, когда они приехали к нам в Ичкерию, чтобы встать рядом с нами и воевать против русских оккупантов. Вашаня, Гомуквала, посиди еще, Анзор. Так. Экран маленький, поэтому вот мне приходится бегать по сообщениям. Эльдар, вы хотите справедливость, вы получите справедливость, она придет каждому. Конечно, придет. Придет, иншаллах. Green Knight, брат, ты спрашиваешь, с кем я общался, да? Я общался со многими, с воинами разных подразделений. И встречал одинаковые мнения по поводу того, что происходит в Украине, по поводу этой войны Путина, во всем. А вы задавайте вопросы через донат, чтобы мотивация была. Я даже не знаю, как это работает. У меня тут наш брат попросил выставить там где-то регистрацию сделать насчет донатов, я говорю. Я даже не знаю, как эта система работает. Он там настроил. Раньше я говорил то, что да, действительно это важно. Шутки шутками. Когда где-то кто-то что-то делает, да, помогает, например. Сегодня вот эта деятельность, информационная работа, будь это я или там Белокиев, Ислам или другие там активисты, им, конечно же, всем нужна поддержка. И это те люди, которые отодвинули все свое личное, им пришлось это сделать ради этой работы. То есть многое лично, конечно, так скажу. И на самом деле это общая борьба, это общая боль. И я считаю, еще раз говорю, что всем нам нужно принимать в этом участие. Всем нам нужно приближать тот день, когда наш народ вернется на свою родную землю. Будь это там в такой поддержке там финансовой или там будь это советом или там хорошей критикой, во всем. Тимур Нохчу, ассалам алейкум. Алейкум салам, брат. Расскажи про Лобазанова. Какую роль он имел в Ичкерии и относился ли он, имел ли он отношение к Ичкерии? Там были разговоры, что вначале имел какое-то отношение. Нет, это Руслан Лобазанов был работником тогда ФСК «Россия». То есть такой элемент, которого внедрили, чтобы создать такой ярлык, чтобы российские спецслужбы могли
создать и использовать этот ярлык. Бандитизм чеченцев там, в Ичкерии. Да, он был бандитом и делал все, что ему приказывали спецслужбы России. Этого чудика мы убрали 12-13 июня 1994 года. То есть его базу убрали. Потом он уехал в Аргун, и там тоже его атаковал нами известный, всеми известный Али с позывным Ламбада, вот. И позже он, этот Руслан Лабазанов, этот чудик, был убит своим же охранником. То есть был бандитом. Денис Данилов, Америка нам поможет. Нет, я так не скажу, Америка нам поможет или не поможет. Мы в первую очередь должны сами себе помочь. Тем, что надо понять и принять, в какой ситуации мы сегодня находимся, и выявлять среди нас вот, каких-то провокаторов, каких-то болтунов, вот так я скажу, которые ничего не сделали за все это время, делали все, чтобы разделить наше общество. Вот. Таких надо отодвигать и идти к нашей общей цели. Нашей общей цели. Green Knight, Анзор, какие, по вашему мнению, народы всегда были союзниками чеченского народа? Ну, я не хочу выделять какой-либо народ, что вот они были. Нет, все по-разному, да, помогали. Помогали. Там дагестанцы, есть ингуши, есть грузины, есть турки и так далее, азербайджанцы. Ну, даже вот были русские, которые были в наших рядах. Сейчас имена их не помню, но лица помню, которые воевали против русских оккупантов. Сами русские. Тимур Нохчо, Али Бандит Олшвара, Гюмсера. Знал ли ты его? Насаваш, индекса вохенс. Выш хала мексуны. Дагамсавас, еще. Left Behind, Анзор, приветствую. Так, добрый вечер, тоже приветствую вас. Про Доку Умарова, да? Ну, что я скажу? Он воевал до конца против русских оккупантов. Все остальное, вы это знаете. То есть все это исписано, расписано, написано много раз. И все это повторять я сейчас не хотел бы. Да, есть моменты, где я не согласен с Докой Умаровым, был не согласен. Но есть моменты, где я был очень даже согласен. Ну, в том плане даже, что это человек, который воевал против русских оккупантов, воевал против тех, кто убивал мирных жителей нашей республики. И погиб. Тигр, все есть. Все есть. Найдем везде, где надо. Так что насчет этого переживать не надо.
Так, вначале я вот тут наш брат буквально недавно попросил меня чуть-чуть еще остаться. Ладно, останусь по его просьбе. И еще раз хочу подчеркнуть то, что я говорил в начале этого эфира, что по нашей информации с разных источников вот, есть такая информация, что российские спецслужбы, возможно, руками этих существ, этих марионеток Путина в лице Кадырова, Делимханова, там, Даудова и так далее, хотят провести такие провокационные акции в каких-то других странах, возможно, в европейских странах. И они могут сделать все, что угодно, скажем, в Германии, во Франции, в Австрии, где угодно. То есть так, чтобы, проведя такие акции, они смогли вот таким образом дискредитировать, очернить чеченский народ. И эти акции, цели каковы? Цели направлены на то, чтобы дискредитировать чеченцев, которые проживают на чужбине, и чеченский батальон, который сегодня воюет против российских оккупантов в Украине, то есть батальон имени шейха Мансура. То есть есть такая информация. Поэтому я еще раз хотел вот сказать об этом, чтобы люди, наши соотечественники, были максимально вот бдительны, осторожны, вот, прислушиваться ко всему. Вот. И может быть даже такой вариант, это я еще от себя добавляю, что возможно даже могут быть использованы и украинцы, чтобы вот даже очернить украинцев. Вот. И объявить так, например, чеченский след, да, вот как раньше это говорили в начале Второй российско-чеченской войны, вот, таким образом, чтобы обвинить чеченцев опять. У русских спецслужб такой опыт есть, и мы все это помним, начиная с 99 года, еще со времен Первой российско-чеченской войны тоже, когда российские спецслужбы проводили теракты, взрывали там метро, автобусы и так далее, мирных жителей, а потом все это, всю вину эту взваливали на чеченцев, обвиняли нас, чеченцев. А потом уже открыто говорили, что вот чеченцев надо убивать. Так что будьте бдительны. У меня тут рядом брат сидит тоже, показывает мне, где помогает мне, где пропустил сообщение. Так. Виталий, сейчас я найду тут. Угу. Виталий Миронюк, привет, добрый вечер. Вот. Слава Украине и слава Чечне, Ичкерии. Да. Все говорят о хороших русских. Как вы думаете, такие существуют и встречали вы нормальных русских? Я лично думаю, что их очень мало. Я не хочу так полностью весь народ обвинять, но большую часть, наверное, буду. Да, я знаю многих русских, которые сегодня выбрали правильную позицию, действительно правильную,
Это та же самая позиция, которая есть у меня и у украинцев. То есть против виновника этой трагедии, этой войны, то есть против Путина. Ни Запад, ни Украина, ни кто-либо другой, не они развязали войну в Украине, чтобы там российские СМИ не говорили, а войну эту развязал Путин. И есть люди в России, ну, русские, которые понимают и знают, кто именно развязал эту войну, то есть Путин. Вот, конечно, мне хотелось бы, как и нормальному другому человеку, чтобы люди в России встали, объединились и встали против этого шизофреника и любыми способами остановили бы этого шизофреника, пока не поздно. Пока не поздно всем. Вот так вот. Такое мое мнение. Давид Голдберг. Амин. Массо был штал дехал. Лагаз побыл дурси масфера. Анзор, Green Knights, Анзор, вы согласны с мнением, что в армии Российской Федерации больше умирает не русских, и что это так Путин хочет истребить больше этносов в России, чтобы в итоге остались только русские? Я могу поверить в это. Потому что смотрите на этого безмозглого чудика из Хосе-Юрта Кадырова, его рвение вот такое, как он хочет вот опозорить весь чеченский народ, как он пытается вот всех отправить, вот кого можно отправить в Украину, воевать против украинцев, вот даже под давлением на родственников, там, на близких, даже сейчас вот так они это делают. Вот. Это рвение и заявления вот политиков, генералов, да, России. И как мы видим, сегодня больше жертв среди вот других этносов, да, там, скажем, чеченцы, дагестанцы, там, буряты, там, татары, башкиры, другие. Я вижу только в основном вот такие фамилии, в первую очередь. Но просто, опять же, повторюсь, я никак не могу понять, конечно, за свое легче говорить, ну, за чеченское, да, я чеченец. Вот. Я не понимаю никого из чеченцев и никогда не пойму, которые могут поехать воевать куда-либо без разницы, куда, ради Путина, например, или ради России, ради вот, этой страны. Страна, которая всегда нас депортировала насильственно и всегда нас убивала. Как можно стать врагом своего народа, стать предателем, перейти на их сторону и идти воевать за эту страну куда-то в другую страну? Зачем? Давид Голдберг, зайдите в чат-рулетку и посмотрите, сколько там русских, поддерживающих Путина. Минимум 80-90%. Ну, я там не заходил, не видел, но я верю, брат, я верю тебе, что, может быть, такая видимость есть там.
80-90%. Знаешь, что еще? У спецслужб России очень много вот таких троллей, которые создают вот такую видимость, да, видимость. Может быть и такое даже. Но я верю вот в то, что ты говоришь, пишешь, что многие сегодня поддерживают Путина. Ну, раз поддерживают, то пускай пожинают плоды Путина. Green Knight, Анзор, по вашему мнению, Джохар Дудаев, если бы не умер, он не умер, он был убит, мог бы стать таким же тираном в независимой Чечне, как Назарбаев в Казахстане. Наши лидеры, все лидеры чеченского народа, которые были убиты в России, я говорю именно про всех, ну, в том плане, что все наши лидеры были вот один за другим были убиты во время войны. Представляете? Какая-то история. Вот. И ни один из них не был и не смог бы быть тираном. Тираном, диктатором. Никогда не стали бы унижать свой народ, как сегодня делает вот это безмозглое существо по фамилии Кадыров. Так. Давид Голдберг, да, насчет, ну, я не хочу говорить первое место, да, но очень много, да, с Дагестана, с Бурятии, да. Разве Кадыров чеченец? Я не знаю, откуда оно появилось вообще. Не знаю. Здравствуйте, добро пожаловать. Но я уже хотел уже скоро завершать. Тигр, Анзор, ты ему все-таки дал 2 патрона? Да, напомню тот случай, 98 год, в резиденции президента он подошел ко мне, вот этот ушлепок Кадыров, ну, просил патроны. Вот, и про этот случай. Нет, я ему не давал патронов. Доверь дураку патроны, да? Green Knight, Анзор, если Кадыров такой тиран, почему его... Да, Кадыров не тиран. Он даже не тянет до тирана. Это просто дурачок. Дурачок. Безмозглый. У этого человека вообще никакого образования нету. Даже вот школу не окончил. Он даже нормально говорить не умеет. Я буквально недавно украинским СМИ телеканалу давал интервью. Вот, и сказал такое, что когда он даже говорит на чеченском языке, иногда я его вообще не понимаю, о чем он, что он хочет сказать.
То есть он даже не может связать нормально предложение. Вот. Ну, в общем, так. Не тиран. Насчет его встречи, там, то, что принимают Саудовской Аравии и так далее. Но вот именно вот эту мысль, про это я говорил, сейчас скажу, вспомню. Это был 2006 год. Да, 6 год. Что это позор той страны, которая его принимает. То есть вот оно, этот враг чеченского народа, убивал мирных жителей, пытал их в угоду Путину, за деньги Путина, которые он дает этому существу. Вот. И как после всего этого встречаться с таким убийцей, вот скажем так, с этим трусом действительно. Я помню, что его отца, там, старшего Кадырова, в других странах не принимали. Самолет там полетел в Соединенные Штаты, а там его даже не пропустили на таможне. Человек в аэропорту сидел. Chechen blogger in English. Анзор, как мы можем помочь Амине? Только так массово. Я так при встречах вообще, ну, мы обсуждали вот эти вопросы. То есть делать все возможное со стороны. Я вижу твою работу, бесценную работу, Chechen blogger in English. Вот. Ну, таким образом нам надо вместе вот так работать. Денис Данилов. А правда, что Кадыров уничтожает свой народ? Опять про него. Да, это правда. Вместе с Путиным, по приказу Путина, вот это существо унижает чеченский народ, убивает чеченский народ. Не только физически, но также и корни чеченского народа. Вот. И пытается выставить чеченский народ сегодня, к примеру, в качестве агрессора. Вот. Но, иншаллах, это ему не удастся. Настя, Анзор от Фархада, вам привет. От нас тоже привет Фархаду. Надо с ним выйти на связь, поговорить, пообщаться, я думаю, уже время наступило. Спасибо, Настя. Спасибо. Так, хорошо тогда. Сейчас заканчиваем. Рожок, ну, отвечу на этот вопрос. Я еще раз предупреждаю заранее, что кто-то удалил. Нет, я отвечу на него. Рожок, Топчаев, пошли помогать там, говоря «Слава Украине», но где вы были, когда в Сирию вошла Россия? Ты продолжай служить этой России, которая убивала твой народ. Ты есть предатель, ты есть враг своего народа. А мы будем делать то, что мы делаем. И слава Украине, слава другим странам и народам, и их героям. Вы будете всегда записаны предателями. Вот. А насчет Сирии.
Не надо про Сирию говорить. Вот если говорить, то давайте будем рассказывать, как Путин помогал убивать мирных жителей в Сирии. Давайте об этом тоже говорить. Сейчас. Green Knight, Анзор, какое оружие больше эффективно против оккупанта? Твоя идея. Вот. Что у тебя в сердце, вот, что тобой движет, твое намерение, за что ты воюешь, поддержка народа, единство в рядах вооруженных твоих рядах сопротивления. Самое главное оружие. Ну, в первую очередь, конечно же, это помощь Всевышнего. Вот. Только Всевышний помогает вот этой силе. Если у этой силы, у этого сопротивления или у вооруженных сил есть дисциплина, есть народная поддержка, вот, есть идея, и если они знают, за что они воюют. И сегодня украинцы знают, за что они воюют, и они, я уверен, победят. Сейчас. Так, вот спрашивает Green Knight. Я сегодня отвечаю только на твои вопросы, ну, в основном. Но очень интересный вопрос, приятно. Анзор, батальон шейха Мансура будет до конца с Украиной, вне зависимости от исхода войны. Ну, исход войны должен быть крах режима Путина. Это не война против русских, вот именно русских, нет. Это война против, да, России, против режима Путина, вот этого варварского режима. Батальон, чеченский батальон имени нашего героя, имени шейха Мансура, он будет до конца рядом с украинцами. И мы будем делать все, что в наших руках, словом, делом, во всем будем помогать украинскому народу, вот, и добиваться этой победы. Победа Украины – это наша общая победа. Хорошо. Я сейчас завершаю. Аллах рейсхур масана. Проявляйте активность, помогайте во всем, чем вы можете. Это, с одной стороны, вот, ну, я так скажу, это обязательно. Это очень важно сегодня для всех. Если бы вы, те, кто вот не понимает, да, вот до конца, что происходит, если бы они понимали бы, что на самом деле происходит, к чему все это движет этот шизофреник в Кремле, к чему это может привести, то я думаю, что многие открыли бы глаза. Вот. Спасибо вам. Вставайте, будьте рядом с украинцами, помогайте во всем, чем вы можете. Эта поддержка очень важна. Я всех вас благодарю. Я извиняюсь за свое отсутствие. Я потом вам скоро уже расскажу, почему это так происходит. Вот. Но дело в том, что
это встречи, это другая работа. Ну, эта работа связана вот именно с этой работой, нашей общей работой. Ну что, будем ждать нашей победы. Иншаллах, она будет. Всего хорошего, берегите себя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.